Здравствуйте, в эфире новости, в студии Султания Сидакаева. Сегодня в программе. Очередь сократилась вдвое. 2 новых детских сада открылись в Красногвардейском районе. Дом для реабилитированных и школа имени Абдураима Решидова. Эти и другие важные вопросы обсудили на первой конференции крымских татар в Севастополе. В ритме танца крымско-татарский ансамбль «Акьяр» отметил десятилетие юбилейным концертом. Двойной праздник. В Красногвардейском районе открылись 2 новых модульных детских сада. Строительство велось в рамках республиканской программы. Стоимость работ почти 100 миллионов рублей. В каких селах ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, знает Диана Бекмамбетова. 6-летняя Виктория Старинская катается на любимой горке. Эта площадка – часть нового детского сада в селе Пятихатка Красногвардейского района. Родничок рассчитан на 100 малышей. Конечно, мы рады и счастливы. Долго ждали. Сегодня ребенок шел в садик, увидел шарики и просто она побежала бегом. В двухэтажном здании полы с подогревом, современные игровые комнаты, комфортные раздевалки, кухонный цех. Режим работы с 7 утра до 6 вечера. В этом детском саду есть абсолютно все. Есть и медицинский блок, и пищеблок, в котором будут ежедневно для детей готовить очень вкусные завтраки, обеды и полдники. А это яркое здание – новый детский сад в селе Янтарное. Его построили на базе школы в максимально сжатые сроки. На территории 4 прогулочные площадки и спортивная. На сегодняшний день мы наконец-то получили этот современный, красивый, оборудованный по всем необходимым требованиям детский сад. Здесь 4 группы. Будем принимать детей, начиная с 3 лет. Внутри предусмотрены кабинеты логопеда и психолога. Это большой и просторный актовый зал, а здесь будут проходить занятия по физкультуре, спортивный инвентарь от тренажеров до самокатов. В Пятихатке, Янтарном и других центральных селах очередь в детские сады будет полностью ликвидирована. Работа продолжается. Скоро начнется ремонт в детском саду села Петровка. Когда открывается детский садик в городе, это одна история. Когда он открывается в селе, это совершенно по-другому. Здесь это воспринимается как целое событие. Это и рабочие места, потому что все, кто здесь работают, воспитателями, это жители этого села. В планах достроить детский сад в селе Амурское. Так маленькие жители Октябрьского района будут полностью обеспечены местами. Учреждения для дошкольников появятся и в селах Котельниково, Александровка и Ленинская. Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев, телеканал Милет. Первая конференция крымских татар в Севастополе прошла на этих выходных. Обсудили вопросы развития народа в городе-герое. Когда сдадут в эксплуатацию дом для реабилитированных и дадут ли имя героя Советского Союза Абдураима Решидова школе в Орловке, расскажет Эльмаса Влакимова. Под гимны начинается первый форум крымских татар в Севастополе. В зале политики, ученые и общественники. Но темы самые разные, начиная от участия крымских татар в Великой Отечественной войне. Это вопросы возрождения языка, изучения его в школах, преподавания в начальных классах. Это духовность, это вопросы религии, то есть возникновение сект, как эти проблемы решать. История, современность, будущее коренного населения. Один из первых вопросов – строительство дома для реабилитированных на улице Камбрига-Потапова. Его возведение затянулось на долгие 13 лет. Этот дом для реабилитированных начали строить и заморозили еще при Украине. Затем уже в российском Крыму включили в ФЦП, но недобросовестные подрядчики с обязанностями не справились. В этом году подрядчик новый. Работы идут. В Рио губернатора Севастополя заверил, дело под его личным контролем. Конечно, там ресурсы нужно будет усиливать. Сейчас этим занимаюсь. Но то, что в этом году эти квартиры будут переданы, дом будет достроен, это я вам лично обещаю. 2020 год памяти и славы. На первой конференции напомнили об участии крымских татар в Великой Отечественной войне. В этот день память павших почтили, возложив цветы к мемориалу героической обороне Севастополя. Каждый третий, 174 тысячи крымских татар были призваны в вооруженные силы до 1944 года. Из 3 партизанских соединений 2 южным и восточным командовали, это были комиссарами крымских татар Мустафа Селимов, Рифат Мустафаев. 6 героев Советского Союза и 1 герой России – крымские татары. Среди них Абдураим Решидов, уроженец села Мамашай, ныне Орловка. Присвоить его имя местной школе предлагают общественники. Эту инициативу поддержали. Эльмаса Влакимова, Ирина Миралиев, телеканал Милет.
500-метровое полотнище под шум морской волны. На берегу Черного моря артековцы развернули огромный триколор. Государственные флаги украсили набережную Ялты. В праздничном настроении столица Крыма. Как на полуострове отметили День государственного флага Российской Федерации в нашем сюжете. В бухту детского центра «Артек» заходят корабли разной величины. С борта теплохода летят слова приветствия. Вечерний Аюдах озарился лучами прожекторов, а у самых волн Черного моря развернулся 500-метровый триколор. Так в Артеке завершают 9-ю смену и отмечают День государственного флага России. Мне очень понравилось, очень красочно, очень весело, очень много эмоций испытали мы. В этот памятный вечер ожила настоящая сказка. Ребята с гордостью говорят, что здесь останутся самые лучшие летние воспоминания. Понравились алые паруса, так было эффектно, и выход, и просто очень выделяющийся корабль был. День государственного флага Российской Федерации отметили и в центре Ялты. В этот день 3 заветных цвета – белый, синий и красный – были повсюду. 20-метровое полотнище накрыло набережную от центрального фонтана до памятника Ленину. В праздничном мероприятии приняли участие юноармейцы, кадеты и воспитанники детского морского центра. Триколоры в руках у всех участников. В Симферополе День флага отметили акцией «Триколор». В центре столицы волонтеры раздали 2000 ленточек в цветах государственного флага. Всего Министерством внутренней политики, информации и связи было изготовлено 20 тысяч лент с государственной символикой и 500 флагов страны. Надежда Исаева, Севиля Меметова, Алим Сейдалиев, телеканал Миллет. Самое свежее, вкусное и полезное, да еще на 20% дешевле, чем на рынке. Крымские сельхозпроизводители реализовывают на симферопольских ярмарках от 80 до 100 тонн продукции. Бахчевые овощи, фрукты, яйца, мед и колбасные изделия пользуются спросом у жителей столицы и туристов. На ярмарке побывала наш корреспондент Севиля Меметова. Александр Подаков – пчеловод в 3-м поколении. На сельскохозяйственной ярмарке в Симферополе продает не только мед, а еще и сувенирные изделия из него. Рассказывает, в этом году его товар подорожал всего на 100 рублей. Подарочный набор может составляться с разных составляющих, но в основном это медовое мыло, там идет восковые свечи с натурального воска. Скажите, пожалуйста, вы сами их изготавливаете или заказываете где-то? Мы делаем сами с женой. Ну, коробочки заказываем, а остальное все. Вот свечи, мыло, сотовый мед, центробежный мед, мед с орешками. Это все сами делаем. Такой сувенирный подарок стоит от 500 до 1500 рублей. А вот за литровую банку меда придется выложить от 400 до 600 рублей. Цена зависит от сорта. В этот раз большой спрос на ярмарке на яблоки и персики. Люди здесь стоят с 6 утра. Сезонные фрукты вкусные, качественные, сочные и, главное, доступные по цене. Так, например, килограмм персиков Red Heaven стоит 90 рублей, а яблок Гала – 45. Запастись витаминами решила и Инга Цагалова. Цены приятно удивили, да и выбор хороший, говорит местная жительница. Вот сейчас яблоки куплю. Так что так, спасибо организаторам ярмарок большое. Прямо из Черного моря и сразу на прилавке. Такой деликатес обходится недешево. Одна устрица стоит почти 80 рублей. Мы выращиваем село Северно-Черноморский район. Вот этой мидии ей 1,5 года. Вот этой устрице ей уже 3 года. Устрица растет 3 года, и каждые 3 месяца мы ее достаем и чистим, моем. Всего на ярмарке более 40 точек. В городе работает 3 ярмарочные площадки и около 100 фермеров. Мы в этом году должны провести около 12 тысяч ярмарочных мероприятий по всему Крыму. А на данный момент у нас цифра порядка 8 тысяч ярмарочных мероприятий. Все крымские, все сельхозтоваропроизводители, либо личные подсобные хозяйства. Цены на 20% ниже рыночных. Сельхозярмарки проводят почти каждую субботу. Севиля Меметова, Алим Сейдалиев, телеканал Миллет.
2 года балансирования на грани жизни и смерти. Многодетная мать из Симферополя взяла под опеку ребенка детского дома. А теперь упрекает сотрудников организации в халатности, которая может стоить ее подопечному жизни. Впрочем, у женщины нашлись оппоненты, выразившие полное доверие прежним воспитателям малыша. К детальному изучению ситуации подключилась прокуратура республики и Следственный комитет. В истории, всколыхнувшей крымскую общественность, разбирался наш корреспондент Тарас Брезицкий. Двухлетний Сергей при росте 74 сантиметра весит всего 6 кило. Новая мама мальчика Ольга взяла его под опеку в доме ребенка. Оказавшись с малышом на руках, столкнулась с целым ворохом проблем, вплоть до спасения его жизни. Причина, уверяет опекун, в недостаточно ответственном отношении сотрудников организации. Мне трудно описать людей, которые довели ребенка до такого состояния, а врачи говорят о том, что у него нет проблем таких желудочно-кишечным трактом, которые могут привести к дистрофии. Выхаживать детей для Ольги не в диковинку. Сережа уже 7-й ее приемный ребенок. О проблемах со здоровьем будущего сына знала, но, по ее словам, диагнозы мальчика не были отражены в выписке из детского дома. Различных медицинских выписок, имеющихся на руках у новой мамы ребенка, наверное, хватит для того, чтобы разложить импровизированную бумажную дорожку от проезжей части до ворот учреждения, где до того, как обрести свою новую семью, содержался маленький Сережа. В частности, у мальчика несращение твердого и мягкого неба, дистрофия и рахит. Причем, как утверждает его новая мама, лишь первое заболевание врожденное, а все остальные свои недуги ребенок приобрел, содержась здесь. Отчаявшись бороться за здоровье маленького подопечного, сама Ольга поспешила за помощью к медикам. Двухлетнего Сергея немедленно госпитализировали. Вы знаете, не все готовы встретиться, в принципе, с сиротством. Активистка Валентина Тарасенко также многодетная мать. У нее под опекой 5 собственных и 3 приемных детей. Последних женщина взяла под опеку как раз в елочке. Я своими глазами видела, как ухаживают там за детьми. Как их кормят, как переворачивают, как гуляют. И мы всех этих детей видим, как их привозят, каких привозят, чистенькие. Они полностью обеспечивают, привозят памперсы, питание этим деткам на время лечения. Проблему маленького Сергея контролирует уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Апанасюк. Судя по заключению медицинскому, там, конечно, очень непростая ситуация. И вообще в этом учреждении детки непростые, с тяжелыми часто заболеваниями. Поэтому будет проверка, все будет выяснено. Процессуальную проверку проводит прокуратура Крыма. По результатам проведенной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, направленные как на восстановление права малолетнего, так и на защиту прав иных лиц, которые находятся в данном учреждении. В Минздраве Крыма заявили, что в доме ребенка «Елочка» созданы все условия для реабилитации детей-сирот, а в администрации учреждения подчеркивают, что в его деятельности не было инцидентов, связанных с плохим уходом за детьми. Двухлетний Сергей продолжает получать необходимое лечение в больнице. У мальчика 4-я степень инвалидности. В будущем ему предстоит еще как минимум дважды лечь на операционный стол. Тарас Брезицкий, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет». Поднять груз весом более 1,5 тонн. В Севастополе прошел финальный день фестиваля «Евразийские игры-2020». В силовом экстриме участвовало 8 команд из разных регионов России. Продолжит тему Сабина Дениева. Пробежать эстафету с коромыслом, который весит 360 килограммов, осилить колодец в 320 килограммов, поднять 100-килограммовую бочку. Это только начало фестиваля силового экстрима. Во второй день фестиваля спортсмены соревновались в становой тяге автомобиля на специальной подставке. Нагрузка на атлета 300 килограммов. Лимиты времени на команду 120 секунд. Константин Колунов приехал из Симферополя. Занимается спортом 3 года. И уже бронзовый призер чемпионата мира по армлифтингу. На чемпионате мира по армлифтингу толстый гриф Аполлон Аксель поднимал 200 килограмм. Еще один крымчанин Егор Сороколетов из Керчи. Армлифтингом занимается 5 лет. Говорит, были сложные упражнения. Наверное, парное бревно. Был такой снаряд, логлифт он называется. Мы с ним немножко не справились, но все равно заняли хорошее место. Всего в силовом экстриме участвовало 8 команд из разных регионов России. Изменилась немножко структура фестиваля. Мы
поменяли местами блоки, то есть в первый день у нас были мастер-классы вместо третьего. И такая фишка узнаваемая фестиваля, по моему предположению, должно быть то, что атлеты будут соревноваться между выступлений артистов. По итогам 2 дней соревнований, пройдя сложные испытания, первое место заняла команда Сибири. Сабина Дениева, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Розовое озеро Сасык-Севаш на один вечер превратилось в модный подиум. Российские дизайнеры представили здесь свои новые коллекции. Организатор и идейный вдохновитель мероприятия Лана Верина, она же основатель Crimean Fashion Week. На показе мод побывала и наш корреспондент Севиля Миметова. Репетиция, сборы и фотосессия. Все под открытым небом. Впервые Крымская неделя моды проходит на Розовом озере. Красивые, нарядные, все будет хорошо, надеюсь. Сейчас пару проходок сделаем, будет пару репетиций и будет сам показ. Ну, локация действительно необычная, но надеюсь, все пройдет, все красиво. Уверенная походка, отточенные движения. На сцене модного подиума Карина Кирюхина демонстрирует вечернее платье из новой коллекции от дизайнера Милы Вин. Нежные лайтовые платья от бренда Lilo-Valley Studio Design. Здесь каждый наряд индивидуален. И детская, и взрослые коллекции неповторимы. Розовое озеро – уникальная природная локация, самое популярное место для фотосессий, мега для блогеров и всех туристов страны. А в этот вечер еще и модельный подиум. Татьяна Чекурова с восхищением рассматривает новую коллекцию. Особое внимание акцентирует на детской одежде. Отмечает, несмотря на необычную локацию и полевые условия для моделей и дизайнеров, все прошло на высшем уровне. Я купила платье на этом показе своей внучки, которой будет 2 сентября 3 года. Поэтому она у меня будет платье дизайнерское прямо с показа. Юные модели остались довольны своим выступлением. Особая радость у тех, кому подиум покорился впервые. Это было довольно несложно, и мне очень нравится мой наряд, и мне кажется, всем девочкам нравятся их наряды. Сегодня устраивать показы в необычных местах – мировой тренд, рассказала организатор мероприятия Лана Верина. Конечно, есть определенные неудобства, когда мы делаем в полевых условиях, но это, конечно, некомфортный зал с кондиционером для показов, где предусмотрены гримерки и так далее. Но в любом случае мы подумали о том, что мы все-таки возьмемся это сделать, потому что Розовое озеро – это такая достопримечательность Крыма. Крымская неделя моды проводится в 7-й раз. В этот раз участвовали 4 российских дизайнера. Следующий показ пройдет в сентябре на Белой скале. Севиля Миметова, Алим Сейдалиев, телеканал Миллет. Песни и танцы народов, проживающих в Крыму. Крымско-татарскому ансамблю «Ахьяр» исполнилось 10 лет. Юбилейный концерт в Севастопольском центре культуры и искусств собрал немало поклонников творчества коллектива. На мероприятии была и Сабина Дениева. Танцор Эрвин Абкаимов в ансамбле «Ахьяр» уже 3-й год. Ему 14, он из Бахчисарайского района. Говорит, мечтал стать участником ансамбля. Надеется внести свою лепту в развитие национального искусства. Главное танцевать с характером и все. И с любовью к танцу. Нет любви к танцу, нету ничего. Репетиции и концерты проходят под чутким руководством Сусаны Усмановой. Она бессменный руководитель коллектива с момента его создания. Сегодня в его составе 140 участников. Ира Чули в полную ногу, как на конкурсе работает, как в последний раз. Перед каждым концертом Сусана Усманова напутствует ребят и поддерживает эмоционально. По словам руководителя, готовились к юбилейному концерту тщательно. Хотели провести его еще в апреле, но из-за противоэпидемических ограничений перенесли на август. Есть очень многие, кто продолжает мою профессию, и это очень приятно. Значит, я вкладываю в детей то, что правильно, то, что надо, и дети меня слышат и живут со мной на одной волне. Величавость, грациозность и ритм. Крымско-татарский народный танец завораживает. В программе концерта «Танцы народов Крыма». Ребята более 2 часов на сцене. Зрители на эмоциональном подъеме. Одно дело смотреть концерты из зала, совсем другое оказаться здесь, рядом с детьми, почувствовать их дыхание и стать единым целым с ансамблем «Ахьяр». 10-летний юбилей. Время подводить итоги. С 2014 года ансамбль «Ахьяр» носит название «Народный» и своими достижениями постоянно его оправдывает. Коллектив объединяет участников от 3 до 19 лет. Юбилейный концерт прошел на ура. Положительный заряд эмоций получили и зрители, и сами артисты.
Сабина Дениева, Виталий Голубев, телеканал «Милет». Молодой и привлекательный для аудитории разных возрастов. «Милет» готовится к своему 5-летнему юбилею. Зрителей в день рождения телеканала ждет сюрприз. 1 сентября в эфире будет показан праздничный концерт. На его съемках побывала Ленуза Бурсиитова. С самого утра на съемочной площадке суета. Идет подготовка к праздничному концерту. В сборе вся команда. Выгружают аппаратуру. Все хорошо слышно. Все отлично. Настройка света, звука, проверка изображения, запись. На сцене первый артист. На день рождения телеканала Разия Сейтаблаева дарит песню. Один за другим певцы сменяют друг друга. У каждого своя изюминка и образ. В праздничной программе не только песни. Мастер искусно рисует на песке логотип телеканала. Поздравить телеканал с первым юбилеем спешат певцы, танцоры и музыканты. Очень рада находиться на таком мероприятии. Поздравляем телеканал «Милет» с первым юбилеем. Среди гостей Айше Шулакова. На телеканале работает с первых дней его основания и считает его вторым домом. Можно сказать, 24 часа в сутки я думаю о работе. Это может быть и плохо, где-то хорошо. Хочу принести нашему народу пользу, нести свою лепту в развитие нашей культуры, сохранить наши традиции и, конечно же, сохранить наш язык. За годы вещания «Милет» расширил границы, выпустил множество авторских и новостных программ. Сегодня представить крымское информационное пространство без нашего телеканала уже сложно. И действительно, за 5 лет сделано многое, но предстоит еще больше. Мы продолжаем работать над полюбившимся зрителям проектами. И, конечно, готовим новые, готовимся к новому телевизионному сезону. Наша задача — развивать культуру, традиции крымско-татарского народа и других народов, которые проживают в республике, и работать во благо нашей родины, российского Крыма. В скором времени всех зрителей телеканала ждет сюрприз. Яркая программа, танцы, песни и теплые поздравления. Телеканал «Милет» не только подводит итоги, но и строит планы на будущее. Праздничную программу, посвященную 5-летию телеканала, вы сможете увидеть уже 1 сентября. Ленуза Бурсиитова, Арсен Фукала, телеканал «Милет». Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом «Милет». Всего доброго.